Невероятный карьерный рост Рустами Эмомали. Беззащитные мигранты – козлы отпущения для российских спецслужб. Мэр города Душанбе и старший сын президента Рахмона Рустами Эмомали одержал победу на выборах в городской маджлис, получив депутатский мандат в столичном парламенте. Глава 25-го избирательного участка Абдулло Халиков заявил, якобы за Рустами Эмомали отдали свои голоса 84,8% избирателей. Наблюдатели отмечают, что таким образом президент Рахмон пытается создать в глазах общества образ легитимной, поддерживаемой со стороны большинства граждан структуры власти. Также озвучиваются и прогнозы по дальнейшему карьерному росту Рустами Эмомали. Есть мнение, что в скором времени сын Рахмона может стать председателем Верхней палаты парламента, потеснив Махмад Саида Убойдуллоева, то есть вторым лицом в государстве после президента Таджикистана. А в том, что, согласно плану Рахмона, в будущем его сын унаследует президентское кресло своего отца, ни у кого уже не осталось сомнений. Трудовые мигранты из Центральной Азии вновь стали мишенью для российских силовиков. Так, после взрыва в метро в Санкт-Петербурге и по всей России усилились рейды и фабрикации против трудовых мигрантов. Причем российские СМИ сыграли не последнюю роль в дискредитации трудовых мигрантов путем муссирования лживой информации об их причастности к взрывам. Сразу же после происшествия в Санкт-Петербурге по всей России прокатились аресты мигрантов по сфабрикованным обвинениям. Причем необоснованные обвинения выдвигались как в причастности к теракту в метро, так и в других так называемых преступлениях. Так, в Кемеровской области были задержаны 6 граждан Таджикистана по обвинению в участии в одном из исламских движений. При обыске у задержанных была изъята исламская литература. По обвинению в причастности к взрыву в питерском метро на данный момент арестованы 3 подозреваемых, 2 из которых являются гражданами Узбекистана и 1 гражданином Таджикистана, причем одна из задержанных – женщина, мать-одиночка, воспитывающая 3 детей. Таким образом, силовики пытаются обвинить в данном преступлении именно беззащитных трудовых мигрантов, используя грубые методы фабрикации и откровенный подлог. А что же касается самого теракта, произошедшего в Санкт-Петербурге, то многие российские журналисты и независимые эксперты однозначно высказались о том, что, вероятнее всего, он является делом рук Кремля, которому подобное происшествие пришлось очень кстати для нейтрализации протестных настроений, распространившихся в последнее время в России.